Операция «Паутина» против Путина – коварная и неожиданная ловушка для Кремля. В Думе говорят о провале и поражении. Все подробности. Ракета ударила по учебной базе. Украинская армия ищет виновных. Количество пострадавших и почему ушел в отставку командующий. Встреча Зеленского с Путиным лицом к лицу. Что может помешать и когда она состоится? Команда Трампа рассыпается. Кто следующий ее покинет? Илон Маск добавил интриги перед уходом. Новые ограничения для белорусов, кого коснутся и насколько сложнее будет теперь. Протесты против Орбана, на улицы вышли тысячи. Готов ли Кремль принять условия Киева? Это и многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите новостной выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Кремлевская ядерная триада атакована. В сердце российской атомной мощи что-то пошло не так. Грохот, дым, паникующая охрана. Город, где обслуживаются ракетоносцы с ядерными боеголовками, практически взорвался. Причины взрыва пока официально не комментируют, но тревога накрыла Северный флот. Прибыл на место. Жертв и пострадавших нет. На месте работают все правоохранительные органы, соответствующие службы, усилены меры безопасности. Да, все спокойно и никто не пострадал. К тому же Украина нанесла удар туда, где Москва чувствовала себя недосягаемой, на аэродромы, с которых Ту-95 и Ту-22М3 каждую ночь поднимаются в небо, чтобы засыпать украинские города бомбами. Под раздачу попали сразу несколько ключевых авиабаз: Оленья в Мурманской области, Белая в Иркутской, Иваново и Дягилево, и это еще не полный список. В небе над Россией вспыхнули пожары, на земле хаос, пылают ангары, повреждены десятки самолетов, включая редкие А-50, Ту-95 и Ту-22М3. В Госдуме уже назвали это провалом российских спецслужб. Это провал в охране аэродрома, а самое главное — провал всех наших спецслужб, которые допустили, чтобы фура доехала. Об этом уже язык сломали говорить. А в Минобороны все атаки отразили. Видимо, именно поэтому столько пожаров, повреждений и потерь. Это самая масштабная атака украинских дронов по российским стратегическим объектам за все время войны. 11-й. Смотрите, что творится. Я не знаю даже, что это сейчас взорвалось. Еще больше стало гореть раза в 4. И это только начало. Но что же произошло? Украинские медиа пишут о том, что операция готовилась 1,5 года. Украинские спецслужбы сплели сети с дронов и фальшивых бытовок, чтобы нанести удар по сердцу российской военной машины. Схема этой операции как сюжет из боевика. Сначала СБУ переправила в Россию FPV-дроны, замаскированные в грузах. Затем в глубине страны аккуратно расставили мобильные домики. Обычные такие бытовки, ничем не примечательные на вид. Но в нужный момент эти будки превратились в пусковые шахты, крыши открылись дистанционно, и рой дронов рванул в небо, чтобы прямо из глубины России поразить аэродромы со стратегической авиацией. Вот он, коптер опять взлетел. Откуда взлетает, ничего не понятно, блядь. Вот он, клоун, блядь. Оба ни с того ни с сего, сука. Оба! Вот дела, блядь. Ё***ма, до чего техника дошла. О, блядь. А, это менты сшибают его, прикинь. Менты промазали, нахуй. Ебаный, он опять туда полетел, сука, в эту гущу, нахуй. Вот еще один, сука, пидас. Фуры, которые не доехали до места назначения, как и те, которые отстрелялись, самоликвидировались. К примеру, в Амурской области, ликвидировав еще несколько россиян. Интрига вишенкой на торте. Все участники этой грандиозной спецоперации уже давно в Украине, поэтому вряд ли их смогут задержать. О том, какие последствия действительно эта атака может принести россиянам, поговорили с экс-замначальника украинского генштаба генерал-лейтенантом Игорем Романенко. Вот если у кого-то есть иллюзии с нашей стороны, кто анализирует эту ситуацию, что ну вот теперь мы-то там ударили, у них возможности уменьшились, и они как бы чем им и как отвечать. У них система, они будут искать возможности тогда пока другого асимметричного действия, но вот у них ситуация мстя. Здесь надо иметь в виду, что
самолеты стратегические авиации, такие как Ту-160, например, или даже Ту-95МС, они уже производить сами не могут, они их там дособирают из того, что оставалось в Советском Союзе. Но то, что касается там Су-34, они их выпускают, и здесь поправить эту ситуацию легче. А вот с этой компонентой они сами, значит, нарушали и использовали стратегические компоненты в своей конвенциональной войне, за что таким образом поплатились. Трагедия на фронте. Российские ракеты ударили по местоположению одного из учебных подразделений сухопутных войск ВСУ. По последним данным, известно о 12 погибших и более 60 раненых. Командование Вооруженных сил Украины уточняет, массовых сборов личного состава на момент атаки не проводилось. После сигнала тревоги большинство военнослужащих находились в укрытиях. Но удар пришелся по месту дислокации, и жертвы все же есть. Пострадавшим оказывается необходимая помощь, а для расследования трагедии создана целая комиссия. Если будет установлено, что потери стали возможны из-за действий или бездействия ответственных лиц, то виновные будут наказаны. Но первые решения уже приняты. В отставку подал командующий сухопутными силами Вооруженных сил Украины. Как командующий я не смог в полной мере обеспечить исполнение своих приказов, не дожал, не убедил, не изменил отношение к человеку в строю. Это моя ответственность. Поведение бойцов имеет значение, но главная ответственность всегда на командовании. Именно командиры определяют правила, принимают решения и отвечают за последствия. Даже пропагандисты понимают перспективу встречи президента США с Владимиром Путиным. Даже там замечают, что разговоров об этом поубавилось. Встреча такая — вопрос деликатный. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, она должна быть тщательно подготовлена, и для нее нужны результаты, которые могут быть обсуждены на их уровне. А пока идеи летают в воздухе. В целом, в воздухе в России последние несколько дней много что летает. Вот они сидят каждый на своем месте, разговаривают по телефону, и это уже дает определенные результаты. В частности, некоторые договоренности, которые реализуются, которые потом будут реализовываться. То есть уже сами разговоры по телефону полезны. И, несомненно, конечно, личные встречи – это вообще... Он добавил, что даже регулярные телефонные разговоры двух лидеров дают определенные результаты, но вероятность личной встречи даже в этом году остается под вопросом. Украина готовит дерзкий шаг на переговорах в Стамбуле, которые начинаются 2 июня. По данным Reuters, в руках украинской делегации план, который может взорвать повестку дня. Полное прекращение огня на 30 дней, обмен всех пленных и возвращение украденных Россией украинских детей. А главное, прямая встреча Зеленского и Путина лицом к лицу. Этот документ, по словам инсайдеров, уже передали Москве. В нем жесткий ультиматум: никакого ограничения на украинскую армию, никакого признания российской оккупации, только репарации. А вот территория, переговоры начнутся от текущей линии фронта. К ним относятся отсутствие ограничений на военную мощь Украины после заключения мирного соглашения, отсутствие международного признания суверенитета России над частями Украины, захваченными войсками Москвы, и репарации для Украины. Российские условия, заявленные Кремлем за последние недели, выглядят как вызов. Они требуют уступок, но Украина готова стоять до конца. Остальное мы можем узнать уже сегодня. От Украины делегация во главе с министром обороны уже на финишной прямой к переговорам. И вот вопрос: пойдет ли Кремль на этот вызов, или Стамбул превратится в арену нового геополитического столкновения? Пишите свои мысли в комментарии обязательно, ну и следим за процессом вместе с вами в нашем телеграм-канале и в наших новостях. Маск оставляет намеки. Не успело остыть кресло главы Dodge за несколько часов до официального объявления о завершении своей роли в администрации Трампа в качестве специального правительственного сотрудника. Он тонко уколол Белый дом в интервью CBS. Глава SpaceX заявил, что не совсем согласен с администрацией Трампа. То есть он говорит: я согласен со многим из того, что делает администрация, но у нас есть разногласия.
Есть вещи, с которыми я полностью не согласен. Мне сложно поднимать этот вопрос в интервью, потому что это сразу становится точкой напряжения. И вот я оказываюсь в такой ситуации. С одной стороны, я не хочу публично выступать против администрации, но с другой, я не хочу брать на себя ответственность за все, что делает администрация. Маск подчеркнул, что видит вещи по-своему, а это явно дает повод для слухов о причинах его ухода. Его краткая, но насыщенная каденция в роли советника завершилась, оставив за собой шлейф вопросов и недосказанностей. В Будапеште молчание, за которым скрывается бунт. Город замер под звуки шагов тысяч протестующих, вышедших на улицы 1 июня, чтобы бросить вызов власти. Власти, которая хочет заткнуть рот и задавить общественные организации. Этот закон – часть процесса. С 15 марта идет процесс, который постепенно отводит нас от западного типа конституционного государства и ведет в восточную автократическую систему. Это означает, что начнут ограничивать наши базовые демократические права. Право на собрание, свободу слова, избирательные права и так далее. Это наш долг и наша ответственность противостоять этому. Этот молчаливый марш стал ответом на новый скандальный законопроект Орбана, который уже окрестили угрозой для свободы. Под видом защиты национального суверенитета правящая партия Фидес проталкивает инициативу, которая даст чиновникам право проверять, штрафовать и закрывать любые организации, получающие помощь из-за рубежа. Это прямая атака на независимость, свободу и, как говорят активисты, попытка стереть границы между демократией и диктатурой. Марш начался на площади Февам, прошел через мост Свободы и завершился у площади Геллерт, где участники открыто назвали имена тех, кто, по их мнению, готов превратить Венгрию в копию авторитарной России. Только гражданские лозунги и крики молчания. Таким был протест, который, по мнению участников, показывает, страна стоит на краю. И если не остановить это сейчас, завтра может быть поздно. Белорусская милиция снова угрожает населению тюрьмой. Теперь там устроили настоящий прессинг для граждан, которых посчитали тунеядцами. В Слониме, Могилеве и других городах страны людей буквально вылавливают из домов, вызывают в отделы, а за отказ прийти грозят арестом. Под видом борьбы за занятость участковые инспекторы наведываются домой к тем, кто, по их мнению, не работает, устраивают допросы, проверяют соседей и родственников. На повестке обязательные явки в РОВД для бесед по трудоустройству. Отказ прийти без уважительной причины теперь расценивается как неповиновение законному распоряжению должностного лица, а за это можно схлопотать штраф до 84 рублей, обязательные работы или даже арест. Как только мы начали эту работу по городу Минску, очень много выявляется семей, в которых также находятся дети, которым, так скажем, мало уделяется внимания родителей. Мы ставим их на учет, работаем вместе с медициной, и сегодня мы уже видим результаты нашего труда. На практике все сводится к принуждению. Человек обязан прийти в милицию, где ему будут рассказывать, как и где он должен работать, какие вакансии есть, а потом под страхом наказания подписывать бумаги, что он ознакомлен. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.